Чтобы нагреть, предположим, 100 литров воды, в сельской местности люди тратят огромное количество дров, либо угля. А солнечный водонагреватель, он работает только от солнца. За 4 часа вы можете получить до 300 литров практически кипяченой воды от солнца, и не затратив на это ни киловатта электроэнергии и ни грамма топлива. Свекор опасался солнечной кухни, ему казалось, что от этого у него, если он будет находиться рядом, будет подниматься давление. Ну, конечно, это миф, потому что такое мы слышали сами несколько раз. Добрый день, это новый цикл подкаста «Включи солнце». И мы его записываем в обновленной нашей студии. Как видите, здесь очень много света. Будем сегодня мы говорить о солнечном свете, которого, кстати, тоже очень много в Таджикистане, и о тех солнечных решениях, которые доступны жителям нашей республики. В гостях у нас Антон Тимошенко. Это директор общественной организации «Маленькая земля», которая как раз занимается пропагандированием солнечных решений для сельских регионов в основном. И с Антоном мы ездили в село Лабиджай, в Каратак. Это, в принципе, не очень далеко от Душанбе, но там никогда не было централизованной подачи электроэнергии. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Давайте все по порядку. Какие солнечные решения вообще сегодня доступны жителям Таджикистана? Из доступных решений на данный момент у нас присутствуют солнечные фотопанели, солнечные водонагреватели, солнечные насосы для воды, 3 основных типа. И солнечная кухня. И солнечную кухню. Спасибо за подсказку. Да, мы видели в Лабиджае, это клевая штука. Да, но мы ее, получается, сами привозили из-за границы, мы ее не покупали в Таджикистане, но сейчас, как оказалось, они тоже уже доступны на рынке. И ее можно, в принципе, сделать самому. Ее, в принципе, можно сделать самому. Конструкция достаточно простая. Можно использовать, например, старую параболическую антенну, либо отражающую фольгу, которую вы обклеиваете, либо ненужное зеркало. То есть ее можно обклеить ненужным зеркалом, создать такую отражающую поверхность, придумать поворотный механизм, и у вас готовая солнечная кухня. А какие вообще технологии самые востребованные в Таджикистане? Самые востребованные технологии – это те, которые позволяют жителям получать электроэнергию, чтобы, например, у них дома было освещение, либо готовить еду, либо вскипятить воду. В разных регионах и в разной местности по-разному, да, солнечный свет, есть разные потребности у людей. Например, в Мургабе, куда вы тоже увозили какие-то солнечные решения. В Мургаб мы отвозили солнечную кухню как раз протестировать. Да, действительно, у нас страна, она обладает разным рельефом, но в общем солнечная радиация по всей территории страны, она достаточно большая. То есть куда бы вы ни поехали в Таджикистан, везде есть солнце. И практически 300 дней в году. Мургаб, так как он расположен очень высоко над уровнем моря, и там очень мало растительности, поэтому жителям необходимо привозить топливо. То есть уже близко к их деревням не осталось практически древесины, поэтому все, что они привозят, это привозное. И это дорого. Конечно, потому что это вам нужно найти транспорт, вам нужно найти, где купить вот это самое топливо, древесину. И поэтому, например, солнечная кухня, она себя очень хорошо показала. Для ее работы нужно только солнце, а в Мургабе солнца очень много. Например, в Мургабе бы хорошо пошли бы солнечные водонагреватели тоже. Опять нужно еще добавить такое, что чем выше вы находитесь к солнцу, чем выше вы над уровнем моря, тем лучше будет работать, например, солнечная кухня или солнечный водонагреватель. Скажи, сколько вообще закипает, например, там 5-литровый чайник на солнечной кухне? Мы тестировали в разных местах Таджикистана, начиная от Душанбе, заканчивая до Мургаба. Например, в Душанбе это 800 над уровнем моря метров, и в Душанбе чайник 5-литровый закипел за 15-20 минут. В Мургабе это происходит минут на 5 быстрее, то есть 10-15 минут. А когда снег?
Кухня будет работать, когда у вас чистое небо безоблачное, потому что когда появляются облака, которые закрывают солнце, то кухня уже работает Чуть плохо дольше. и чуть дольше. То есть необходимы прямые солнечные лучи. И не зависит, сколько градусов воздух. Эм, Если есть солнце, то она практически одинаково выдает температуру от 300 до 400 градусов. Ты сказал, что можно солнечную кухню сделать самостоятельно. А что еще можно сделать? Сделать на самом деле можно много чего. Благо сейчас в интернете есть очень много гайдов, мануалов. Например, мы делали самодельные солнечные водонагреватели. Мы делали самодельные сушилки для фруктов. Мы делали воздушные коллекторы, то есть такое устройство, которое позволяет нагревать воздух в помещении. Поэтому очень-очень много вещей можно сделать. Мне очень сложно представить, как вообще сделать водонагреватель. Я пыталась, но мы покажем это на картинке. А вот по поводу сушилок, Мгм. что как бы мне как женщине это всегда интересно, потому что и зная, что в регионах очень много пропадает фруктов, то вот насколько это легко сделать? Сделать ее достаточно легко. Мы в рамках наших проектов учили женщин-участниц наших проектов, как они могут своими руками практически из подручных материалов сделать такие сушильные шкафы для фруктов. Можно использовать какие-то ненужные доски. Ваша цель — изготовить что-то наподобие шкафа, чтобы у него, с одной стороны, была прозрачная стенка, которую можно сделать либо из стекла, либо из оргстекла. То есть весь принцип заключается в том, чтобы вот этот шкаф, он притягивал в себя солнечные лучи и таким образом ускорял процесс сушки фруктов. Причем как раз такая закрытая, да, поверхность позволяет и сушить не на земле, в первую очередь, все будет чистенько, и Да, насекомых меньше, это вы и хорошо грызунов. подметили, потому что обычно, когда мы приезжаем в село, и мы видим, что люди сушат фрукты либо на земле, либо на крыше. И когда вы сушите фрукты таким образом, то они у вас, соответственно, большей частью портятся, потому что попадает грязь, насекомые, и в итоге из 100% удается продать малое количество, и, конечно же, цена на него будет снижаться, потому что покупателя интересует товарный вид. А когда вы используете такие вот солнечные сушилки, вы автоматически защищаете ваши фрукты от пыли и грязи, вы ускоряете процесс сушки, и также сушилки помогают защитить ваши сухофрукты от насекомых. А насколько, ты сказал, ускоряют процесс? Насколько в среднем А, быстрее сохнут? Ну, предположим, если раньше это занимало неделю, то сейчас это 2 дня. То есть в 2-3 раза. Водонагреватели тоже как бы, да, что важно вообще для женщины, это постоянная горячая вода, потому что, ну, как бы основные домашние обязанности это всегда на женщине. Как посчитать, насколько она эффективна? Ну, то есть стоит или не стоит брать? Посчитать, эффективно или нет, достаточно просто. Вам нужно посчитать, сколько денег вы тратите на электроэнергию, либо на какое-то другое топливо, чтобы нагреть воду, которую вы используете у себя в домах. Есть семьи, где много детей, много людей живет, и они, соответственно, используют большое количество горячей воды. И на это количество воды используется большое количество электроэнергии, либо топлива, если мы говорим о сельской местности, то есть дрова, уголь. И чтобы нагреть, предположим, 100 литров воды в сельской местности, люди тратят огромное количество дров, либо угля. Солнечный водонагреватель, он работает только от солнца. За 4 часа вы можете получить до 300 литров практически кипяченой воды от солнца, и не затратив на это ни киловатта электроэнергии и ни грамма топлива. Это только в летнее время можно использовать? Есть разные виды водонагревателей, как летние, так и всесезонные. Всесезонные, они отличаются своей технологией и, соответственно, ценой. Они немножко дороже,
точнее, достаточно дороже, чем летний вариант, но они могут работать и в зимнюю погоду, и при температурах минус 20 градусов. Если мы уж все-таки заговорили о цене, считать мы не будем, потому что это математика, но средняя стоимость, например, летнего водонагревателя на 300 литров, будем считать, говорить, да, и всесезонного. Сколько она в среднем? Вот если здесь покупать уже. Если покупать в Душанбе, я видел летний вариант, который стоил около $500. Баки, они разного объема, то есть они от 150 до 300 литров. Чем больше бак, тем дороже, соответственно. А если мы говорим о всесезонном, о зимнем коллекторе, то он стоит от $1500 у нас в Таджикистане. А если установить его на крышу? Например, вот я живу на 5 этаже под крышей. Вариант вообще как? Есть еще один вариант такого солнечного водонагревателя, который имеет раздельную структуру. То есть бак с водой помещается в помещении у вас, например, в квартире, а трубки, они уже расположены на самой крыше. И такая система, она будет стоить чуть-чуть дороже, чем система, о которых, да, мы говорили ранее. Может быть, это $2000, но зато вы можете ее использовать у себя на 5 этаже. Просто я видела во многих, да, странах мира, где столько же солнца, сколько у нас. Как-то спокойно везде эти баки. В принципе, да. Потому что в других странах стоимость электроэнергии намного выше, чем у нас, и поэтому и использовать такие технологии. У нас же пока что стоимость не такая высокая по сравнению с другими странами, но стоимость электроэнергии регулярно растет. В сельской местности еще востребованы солнечные теплицы. То есть у нас как с этим обстоят дела? Впервые в Таджикистане солнечные теплицы начала строить одна организация, которая называется КИРИЭС. Это французская организация, и в том числе и наша организация. Мы переняли их опыт, и мы строили солнечные теплицы в разных районах Таджикистана. Что из себя представляет солнечная теплица? Это простым языком здание, у которого есть 3 кирпичные стены, и 4-я сторона, она покрыта либо пленкой, либо стеклом. Получается, вот этот домик, он нагревается за счет солнца, и в течение дня, переняв все тепло, стены впитывают вот это тепло, а в вечернее время, когда нет солнца, тепло постепенно от стен передается внутрь теплицы, и таким образом для растений создается такая благоприятная температура, благодаря которой они могут расти, даже, например, в зимнее время. И такие теплицы, они как раз-таки разработаны для горных регионов, и очень хорошо себя показали, например, в Индии, в Афганистане, и в том числе в Таджикистане. То есть я раньше думала, что теплица, она вся такая стеклянная, вся прозрачная. Да? Оказывается, очень важно, чтобы 3 стороны было все-таки кирпичные. Да, потому что они бывают разные, а вот именно солнечная, о которых мы говорим и которые мы строили, она выполняется вообще из глиняных кирпичей, то есть это местный материал, потому что зачастую людям сложно купить строительный материал, а в нашем случае используется местный бесплатный материал. То есть глина у нас есть везде, делаются саманные кирпичи, и там есть еще такой небольшой секрет, потому что стены у них двойные, и между 2 рядами есть свободное такое пространство, которое заполняется другим теплоизоляционным материалом, таким как камыш, солома, и таким образом у вас получается такой бутерброд из стен, который не дает холодному воздуху попасть внутрь помещения. То есть это фактически можно всеми подручными средствами соорудить. Ты говорил про стены, а крыша из чего? Там, получается, у вас практически нет крыши. То есть крыша, она покрывается тоже дровами, то есть такими вот сухими ветками, очень плотно друг к другу уложенными. И также используется, например, солома, а сверху это все покрывается опять глиной. То есть это такой опять традиционный таджикский метод строительства домов. Глина, саман, солома. И у вас получается только практически пол теплицы, она покрывается пленкой либо стеклом.
И таким образом очень много солнца попадает в эту теплицу. И получается, тут же надо тоже еще знать, да, там, а с какой стороны, там, чтобы к югу стеклянной стороной. Конечно, конечно. Если вы ее расположите стеклянной стороной к северу, то никакого эффекта вы не получите, Мгм. потому что если солнце не попадает, то весь смысл этой солнечной теплицы теряется. И я могу вам тоже скинуть, например, руководство по строительству. Там прям все четко, все процессы строительства от А до Я указаны. Их строят именно направляя на южную сторону. И также там есть разные типы в зависимости от высоты над уровнем моря. Если у вас село или ваша земля находится над уровнем 2000 метров над уровнем моря, то применяется один тип теплицы. Если 3 и выше, уже другой тип. Поэтому, да, там целая наука, в принципе. Помимо того, что стоимость, да, не дешевая, какие еще есть как бы препятствия? Вот, например, солнечные панели, они сами по себе как бы недорогие, а составляющая аккумулятора, да, там самое главное. Вот тут и вопрос, какие препятствия есть, и как бы как обслуживать вообще это все дело. Мгм. Мы заговорили про стоимость. Стоимость на разные технологии разная. Есть и очень дешевые и доступные технологии, есть и достаточно дорогие. Если мы говорим, например, о системе, которая имеет 3 лампочки, которые можно обеспечить 3 комнаты в доме, то такую систему можно купить, например, за $100 или 1000 самонов. А если вам уже нужна большая система, потому что у вас много оборудования, то она, соответственно, будет стоить дороже. То есть все исходя из ваших требований и желаний. Если мы говорим о солнечных панелях, то сами солнечные панели, вот эти вот листы, которые устанавливаются на крышу, они достаточно долговечные. Срок службы около 25 лет. То есть если нет никакого механического воздействия, если вы ее регулярно очищаете, есть такие элементы этой системы, как аккумуляторы или инверторы. Они, конечно, имеют гораздо меньший срок службы, и их нужно чаще заменять. И какие-то из них поддаются ремонту, какие-то нет. Например, аккумуляторы вы уже не можете отремонтировать, вам нужно будет их только менять. А можно как-то подключить вот несколько устройств, просто вот прям все там, и у меня там водонагреватель, и насос, и солнечные панели в одну систему какую-то? Если вы говорите про солнечные панели, их можно подключить, если у них похожие параметры. Имеется в виду сила тока и ампераж. И если вы говорите вообще про все виды оборудования, то вы, конечно, это сложновато все подключить в общую систему. Но, например, вы можете подключить солнечные панели и как раз-таки солнечный водонагреватель, потому что вот в водонагревателях всесезонных, о которых мы говорили, также есть аварийный электротен, который нужен для экстремально низких температур. То есть, предположим, у вас уже не минус 20, а минус 30, и он уже не работает, то вы можете включить электротен, и он немножко будет помогать водонагревателю работать в таких экстремальных температурах. И этот электротен может быть запитан как раз солнечной панелью, если она у вас есть в доме. Что нужно знать перед тем, как покупать? Ну что, довольно сложно, да? Кто производитель? У кого вы, например, заказываете? Очень часто мы сами всегда делаем сначала такой ресерч, поиск поставщиков. И мы то есть спрашиваем у своих знакомых, чтобы они порекомендовали бы из своего опыта. Мы ищем по просторам интернета. То есть самое главное это для нас это отзывы о продукте, который мы приобретаем для наших проектов. И часто мы находим такую продукцию на сайте Amazon. Это интернет-магазин такой. И обычно там продаются достаточно качественные товары и оборудование. Вот. Часто мы заказывали с Амазона, если мы говорим о солнечных панелях. А если мы говорим о солнечных кухнях, то там конструкция достаточно простая, нечему ломаться.
И такое оборудование мы заказывали из Китая. У нас на рынке тоже продаются солнечные фотопанели. Есть две компании, которые я могу порекомендовать. Это Система Автоматика и компания как Green Technologies. Вот они уже в течение многих лет занимаются поставкой, установкой и обслуживанием солнечного оборудования. То есть фотопанели, водонагреватели, солнечные кухни, солнечные насосы. Рынок наш, он тоже постепенно насыщается таким оборудованием, но пока что качество оборудования, которое именно вот на базарах у нас, оно не такое хорошее, как если бы вы привозили из-за границы. Но постепенно качество улучшается, потому что мы закупаем, тестируем и видим, что из года в год качество этого оборудования, оно улучшается. И еще очень важно отметить, что и стоимость этого оборудования потихонечку снижается. А есть ли какой-нибудь производитель, которому вот вы доверяете? Мы доверяем, есть такой производитель, это Greenlight, SunKing. Вот они занимаются именно изготовлением солнечных систем освещения. Китайский производитель. Это китайский производитель, но он работает во всем мире. Несколько таких мифов, которые есть о солнечных решениях. Например, я слышала один, да, там же в Лабиджае, когда женщина сказала, что мой свекор опасался солнечной кухни, ему казалось, что от этого у него, если он будет находиться рядом, будет подниматься давление. Мгм. Ну, конечно, это миф, потому что такое мы слышали сами несколько раз, но мне кажется, это просто люди, которые не хотят внедрять такое экологически чистое оборудование, никакого вреда от этого оборудования нету. И солнечная кухня, она всю энергию, которую собирает, она все равно ее отражает именно в одну точку под посудой. И то есть не бойтесь, ничего с вами не будет плохого. Спасибо большое, Антон. Большое спасибо, что пригласили. Был Спасибо. рад прийти.